Согласно норме нашей Конституции, основное общее образование является обязательным и бесплатным. От имени государства, как заказчика реформ, я поставил вопрос перед системой образования, как реформировать нашу школу так, чтобы она была не только местом передачи накопленных знаний, но и местом, где ребенок приобретает способность добывать новые знания в любое время, в любом месте продолжения всей своей жизни. Система образования у нас должна быть не только местом воспроизводства общественных норм, но и механизмом развития страны. В условиях ограниченных природных ресурсов мы вынуждены делать ставку на интеллектуальный ресурс. Мы обязаны построить такую модель образования, которая приведет к развитию страны. Нам нужно образование, которое позволит не только познавать мир, но и изменять нашу экономику, наше общество, нашу жизнь. Мы ожидаем, что образование станет главным ресурсом развития страны. Считаю, что в свете поставленной задачи перейти к информационному обществу нам необходимо основать образование на широком и совместном применении цифровых технологий. Нам при сохранении приоритетности школьного образования необходимо уделять большое внимание раннему развитию и дошкольному образованию детей. Наконец, нам нужно более открытое высшее образование, в том числе за счет использования дистанционных технологий и практики электронного обучения. Нам необходима также более тесная интеграция между образованием и наукой. Наряду с образованием воспитательная функция школы не только сохраняется, но и приобретает более весомое значение. В этом вопросе родители и школа должны быть в тесном партнерстве. В последние годы мы это стали забывать об этом. Воспитание молодого поколения, ответственно за будущее нашего общества, формировать его мировоззрение, направленное на развитие страны, важная задача. Это приобретает особую актуальность в условиях насаждения ценностей, неадекватных нашим обществом, через средства коммуникации, которые проникают во все сферы жизни. В многонациональном Кыргызстане через образование происходит гармоничная интеграция ценностей разных культур, языков, этнических и религиозных сообществ. При этом мы считаем, что задачей государственной важности является знание всеми гражданами страны кыргызского языка. Кыргызский язык, как государственный язык Кыргызской Республики, должен выполнять функцию национального единения. В Кыргызстане созданы все условия для сохранения и развития языков, традиций всех национальностей, проживающих в нашей стране. В нашей Конституции закреплен принцип владения нашими гражданами государственным, официальным и одним из мировых языков. У нас русский язык имеет статус официального. Кыргызстан является одной из стран, где граждане свободно говорят на языке Пушкина и Достоевского. Мы это считаем духовным богатством нашего общества. Я убежден, что мы это достояние должны сохранять, беречь и умножать.